Якутские предприниматели получили первые субсидии по мерам поддержки малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день по России уже порядка 340 тысяч организаций оказана помощь со стороны государства. Подробнее в сюжете с Сыргланы Неустроевой. С 1 мая по всей России начался прием заявок на получение субсидий пострадавшим предпринимателям. По республике их количество на сегодняшний день достигло порядка 6,5 тысяч. Это свыше 70% от всех пострадавших зарегистрированных предприятий. Уже с 15 мая начались первые выплаты. То, что касаемо предпринимателей, которые не попадают под федеральный список для получения вот этой помощи, да, у нас в республике указом главы определены 7 основных субсидий, которые выплачиваются пострадавшим предпринимателям уже по региональному списку. Он намного шире, чем федеральный. И у нас вот с этой недели уже объявлен конкурс на получение субсидий. Вячеслав Данилов начал свой бизнес аж в 1997 году и уже в 2000-х годах открыл свой первый строительный магазин. Сейчас же под его руководством в стекольном цеху работает 23 сотрудника. Предприниматель признается, из-за эпидемиологической ситуации предприятие начало нести убытки. Мы недавно получили выплаты именно за сохранение рабочих мест на работника 12 310. Это у нас работников 23. Получили очень быстро. Без проблем, можно сказать, что мы то, что требовалось, сделали, написали заявление, отчеты все пенсионному, там все показали. И без никаких проблем очень быстро поступила данная сумма, можно сказать. Особенные убытки понес ресторанный бизнес. Однако, как утверждает предприниматель Антон Ломакин, это стало для него дополнительным стимулом к развитию. Совсем недавно их компания перешла на доставку еды и открыла интернет-магазин, где теперь реализует продажу полуфабрикатов. Рабочие места были сохранены, но, конечно же, отчасти все-таки зарплаты шеф-поваров, управляющих, они были снижены. От той выручки, которая есть, она пропорционально делится между всеми сотрудниками. Размер зарплаты, но он не меньше минимального, то есть они все равно довольны, они получают. Но единственное, конечно же, работает повар не всегда только поваром, там и где-то и помогает. Но это формирование команды так и происходит, мне кажется. Прием заявок на получение федеральных субсидий продлится до 31 мая текущего года. Стоит отметить, что правительство Якутии также оказывает материальную помощь пострадавшим предпринимателям, попавшим в республиканский список. Прием заявок начался с 18 мая и продлится до 6 июня. Сырглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с Днем полярника. В сообщении сказано, что сегодня Арктика – это территория производства новых знаний, внедрения достижений науки и техники. Как никогда высок вклад якутян. В начале года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года. Уверен, реализация всех намеченных планов приведет к реальным изменениям в социально-экономическом развитии арктических районов Якутии и страны в целом, написал Айсен Николаев.